Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика», в студии Алела Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Оценка дорожного полотна. Главная цель – это улучшение состояния существующих дорог и развитие их. В Чеченскую Республику прибыли участники международного автопробега. Благоустройство города. Здесь будет располагаться пятиэтажный главный корпус. Его площадь составит свыше 10 тысяч квадратных метров. В Очхой-Мартане активно возводятся социальные объекты. Как преображается городская инфраструктура, расскажет наш корреспондент. Новый титул. Ощущения, я скажу так, это вообще непередаваемые. Я был очень рад, что выиграл. Тархан Идигов вернулся на родину в звании чемпиона Европы по боксу. Кто встречал победителя, смотрите в нашем выпуске. Межправительственный совет дорожников по прибытию в Чеченскую Республику на высоком уровне оценили качество трасс субъекта. В данном направлении в регионе проведена масштабная работа. Огромное внимание уделяется развитию как федеральным трассам, так и дорогам общего пользования. О визите компетентных гостей расскажет Турпал-Али Тайсумов. Участники автопробега прибыли в республику не только из других субъектов России, но и Казахстана и Узбекистана. Их цель – это мониторинг трасс, выявление плюсов и возможных минусов для дальнейших доработок. Встретили их с национальным колоритом, угощением и танцевальной программой. Потребителями автомобильных дорог являемся все мы. Каждый день мы используем дороги для разных целей. Самая главная цель – это улучшение состояния существующих дорог и развитие их. И в первую очередь развитие международных федеральных дорог. С целью, чтобы больше могли ездить, возить грузы, пассажиры. И тем самым развивать экономику наших регионов и стран. По пути до столицы гости, как они отмечают, увидели красоту региона. В глаза бросается чистота и качество дорожного полотна. И это касается не только федеральных трасс, но и других дорог массового пользования. В Чеченской Республике общая протяженность федеральных дорог составляет 342 километра. В этом году еще планируем ввести строительство около 7 километров. Общая протяженность будет около 350 километров. Участников международного пробега Межправительственного совета дорожников ждал торжественный прием. Вместе с представителями дорожной отрасли нашего субъекта гости обсудили местную инфраструктуру, отметив отличное состояние трасс. Кроме того, состоялась церемония награждения. Почетной грамотой была отмечена работа первого вице-премьера правительства, министра автомобильных дорог Айсей Тумхаджиева за большие заслуги в развитии данного направления. За плодотворный многолетний труд в автодорожной отрасли, укрепление дружбы и сотрудничества государств-участников СНГ награждается Тумхаджиев Иса Абубакарович. В последующем гости смогут ближе узнать о столице региона. Сам международный автопробег продлится 11 дней и завершится в Узбекистане. Турпал-Али Тайсумов и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. Участники Межправительственного совета дорожников осмотрели столицу региона. Побывали в самых популярных местах Грозного. Как прошла экскурсия и что впечатлило специалистов, поделится Наталья Депутатова. Знакомство со столицей Чеченской Республики началось с пешей прогулки по центру Грозного. Группа прошлась по пешеходному проспекту имени Махмуда Эсамбаева и дальше уже отправилась к центральной мечети «Сердце Чечни». Прибыли люди из разных стран, некоторые даже не говорят на русском. Я впервые действительно в вашей республике был наслышан, но не представлял, что ваша страна, в том числе столица, такая красивая. В каждом городе по 7-дневной программе для гостей проводят ознакомительные экскурсии. Чеченская Республика не стала исключением. Гид подробно рассказал туристам обо всех достопримечательностях Грозного. Грозный, город воинской славы. Вы видите вот такую стелу 13,4, 13 метров 40 сантиметров. В 2015 году Владимир Владимирович удостоил нас статус город воинской славы.
Столица Чеченской Республики уже давно стала одним из самых привлекательных объектов для посещения. Сюда регулярно приезжают люди не только из нашей страны, но и со всего мира. Как специалистам-автодорожникам, конечно же, гостям в первую очередь были интересны дороги и их состояние. Увидеть Чеченскую Республику в этой поездке многие мечтали, ведь по праву наш регион стал одним из самых процветающих в стране. Повсюду строятся новые объекты, стадионы, торговые центры, дома. И при этом дороги в нашем крае считаются одними из самых лучших. Когда приезжаешь в республику и дороги хорошие автомобильные, то значит и жизнь хорошая в стране. А если приезжаешь и дороги плохие, то даже ходить никуда не надо, все понятно, что люди живут плохо. Убедились в том, что жизнь в Республике Чеченской очень даже неплохая. Все люди, так сказать, живут дружно, помогают друг другу и так далее. В общем, я вообще говорил уже и хочу сказать, что чеченский народ, он вообще такой вот, не то чтобы идеальный какой-то, но он очень вырисовывается из других народностей. Делегаты прогулялись по цветочному парку, который в это время года особенно красив, утопает в зелени и в цветах. Далее гостей ждет обед в гостинице, отдых и продолжение путешествия. В этом году автопробег проводится по территории 3 стран – Россия, Узбекистан и Казахстан. Посещение красивых туристических объектов, ну и, конечно, параллельно работа. Специалисты при помощи вот этой передвижной лаборатории оценивают общее качество покрытия, ровность, прочность, глубину колеи и уровня сцепления асфальта с колесами. Снаружи и внутри машина оборудована всем необходимым, в том числе и для компьютерной диагностики. Передвижная дорожная лаборатория 5-го поколения, производство группы компаний «Современные дорожные технологии», город Саратов, предназначена для выполнения работ по диагностике, также паспортизации, разработке проектов организации дорожного движения. В рамках международного автомобильного пробега запланирован мониторинг участков автомобильных дорог. Будут определены такие параметры автомобильных дорог, как продольная ровность дорожного покрытия, глубина колеи. Будут записаны геометрические параметры автомобильных дорог. После туристической прогулки по Грозному и после обеда участники автопробега двинутся дальше в путь. Следующим пунктом намечен дагестанский город Махачкала. Наталья Депутатова, Магомед Басаев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В преддверии 79-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне в Чеченской Республике проходит патриотическая эстафета «Знамя Победы». В Урс-Мартановском муниципальном районе состоялась торжественная передача реликвий Великой Победы. Данная эстафета призвана отдать дань уважения величайшему подвигу миллионов соотечественников, отстоявшим свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Их самоотверженность и патриотизм навсегда останется в сердцах нынешнего и будущих поколений. Мероприятие завершилось исполнением песни работников Дворца культуры имени Увейса Димаева. В Москве на ВДНХ прошел День национальных приоритетов кадры. В рамках международной выставки форума «Россия» рассмотрели ключевые вопросы современного рынка. Спикерами пленарного заседания выступили вице-премьер страны Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков и министр просвещения Сергей Кравцов. Наш субъект на мероприятии представила делегация Министерства образования и науки региона. На экспозиции Чеченской Республики был представлен один из наиболее успешных в России учебно-производственных комплексов по подготовке квалифицированных рабочих в направлении портной. Добрый день, уважаемые Татьяна Алексеевна, Сергей Сергеевич, Антон Олегович. В базе техникума создан учебно-производственный комплекс, в котором разрабатываются и ищутся современные и стильные сварочные костюмы из листва индивидуальной защиты. Сегодня мы вам представляем две модели сварочных костюмов и рубашка сварщика. Это рубашка сварщика. Основными заказчиками нашей продукции являются Волгаз, Москва-Волгаз, Уральский металлургический завод и другие компании. За прошлый год произведено более 2000 единиц продукции. И в этом году у нас планируется расширение производства, создание новых рабочих мест для наших студентов и выпускников. Спасибо большое за оказываемую поддержку. Ачхой-Мартан преображается активными темпами. В муниципалитете создаются все условия для комфортабельной жизни гражданам, а также придания ему статуса города. О том, какие объекты социальной значимости в нем возводятся и на какой стадии находится рабочий процесс, узнавал Рамзан Абуев.
Ровная, крепкая и надежная стена требует плотного прилегания кирпичей друг к другу. Вместе с тем, высота каждого ряда должна быть одинаковой, что обеспечивает равномерное распределение нагрузки, делится строитель Магомед Садыков. Строительство Чоймартановской центральной районной больницы является масштабным проектом. Помимо главного корпуса будут вспомогательные здания, в которых разместятся станции скорой помощи, инфекционный стационар, клинико-диагностическая лаборатория и многое другое. Проект реализуется в рамках государственной программы развития здравоохранения. Следует отметить, что вспомогательные корпуса у нас состоят из одного этажа, следовательно, вот вспомогательные корпуса мы в ближайшее время надеемся завершить эти работы. Ну и не отстает у нас главный корпус, мы его тоже в уложенные сроки, да, закончим с качеством. Строительство нового комплекса крайне необходимо, поскольку действующие корпуса больницы были построены еще в 40-х годах прошлого столетия, и многие отделения даже пришлось закрыть из-за ветхости. Ввод в эксплуатацию ЦРБ планируется в 2025 году. Здесь будет располагаться пятиэтажный главный корпус. Его площадь составит свыше 10 тысяч квадратных метров. Это просторное и современное здание будет включать в себя поликлинику, стационар и другие важные структурные подразделения ЦРБ. В новом центре Ачхой-Мартана возводятся многоквартирные дома. В одной части объекта идут работы покладки кирпичей, а внутри уже возведенных зданий умелые руки мастеров наносят штукатурку. Дома постепенно приобретают законченные очертания. На объекте задействовано порядка 100 специалистов, работающих 2 смены, и 35 единиц спецтехники. В 8-7-этажных домах будет насчитываться около 550 квартир. Второй, 6-й, 8-й дом. Далее мы монолитный бетон. Сейчас идет кладочные работы, идет штукатурные работы, электросвет, там светочные работы идет. Сейчас готовится у нас крыши. Осталось на первом этаже, первый дом у нас 1 этаж остался, а в третьем доме у нас 2 этажа остался, 5 и 6 по одному тоже этаже остались. И 7-й дом, вот этот еще 3 этажа остались. Это уже последний мы начали, там здание было, после этого здания мы начали работать. Помимо этого, в новом центре города планируется построить прогулочный бульвар, социальные культурные объекты, стадион и озеро. Также ведутся работы по расширению дороги до 4 полос на въезде. И все это для создания комфортных условий жителям молодого города. Рамзан Абуев, Лёма Мандиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Победителя чемпионата Европы по боксу Тархана Идигова встретили в аэропорту Грозного. 23-летний спортсмен, уроженец Чеченской Республики. Воспитанник спортивного клуба «Ахмат». В этом году финал состоялся в Белгороде с участием 400 спортсменов из 35 стран. В решающем поединке против Тархана Идигова выступил грузинский боец Гурули. На сегодняшних достижениях призер останавливаться не планирует. Ощущения, я скажу так, это вообще непередаваемые. Я был очень рад, что выиграл. А насчет соперника, соперник у меня снялся в втором раунде. Они кинули полотенце, и мы выиграли досрочно. На будущее, конечно, есть планы, а у нас ждет еще игры дружбы, чемпионат мира. Надеюсь, у нас там тоже все получится. Встретили золотого призера семья, коллеги из спортивного клуба, тренера, а также министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Иса Ибрагимов. По итогам чемпионата спортсмены сборной России завоевали 11 золотых медалей и расположились на первом месте в командном зачете состязания. Это очень радует, так как есть очень много препятствий по проведению и участию в соревнованиях такого рода в Европе, на чемпионатах мира. В связи с последними событиями Россию максимально ограничивают, не допускают на такие игры. Но, несмотря на все сложности, Тархан пробился на чемпионат Европы, выиграл, доказал, что
чеченские спортсмены, боксеры, они самые достойные и самые лучшие. Хотелось бы сказать слова огромной благодарности за ту поддержку и помощь, которую оказывает глава республики Рамзан Ахматович Кадыров, который всегда следит за всеми спортсменами нашей республики. Это очень радует, так как молодое поколение – это наше будущее. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях или в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.